Байрактар – ударные беспилотники, которые впервые в истории вооруженных сил Кыргызстана применяются в ходе учения. Силовики уничтожают условного противника, совершившего прорыв на участке границы страны. За таким событием наблюдать прибыл в Балыкчи и главнокомандующий вооруженными силами республики. Президент наблюдает за военными на базе учебного центра «Эдельвейс» Министерства обороны в Балыкчи. Основной целью учений названа отработка слаженности действий силовых структур страны по уничтожению условного противника, совершившего прорыв на участке государственной границы. Садыр Джапаров отметил, что прилагаются максимальные усилия для сохранения стабильности в регионе. Бүгүнкү тактикалык машыгуу өз максаттарына жетти десем болот. Сегодняшние тактические учения достигли своей цели. Выражаю уверенность, что итогами учений станут возросшее мастерство личного состава, еще большая сплоченность действий разнородных сил и средств, а также новые ориентиры в деле совершенствования системы обеспечения безопасности. Как вы знаете, современные вызовы и угрозы носят комплексный и межрегиональный характер. Особую озабоченность вызывает сохраняющийся высокий уровень террористической и религиозной экстремистской угрозы странам Центральной Азии, особенно в связи с ситуацией в Афганистане. Мы считаем, что нам необходимо работать совместно со всеми соседними странами, чтобы предотвратить угрозы. Наша страна проводит политику мира и добрососедства со всеми соседними странами и прилагает максимальные усилия для сохранения стабильности в регионе. Правоохранители и специальные службы продолжают выявлять и обезвреживать членов международных террористических организаций и адептов экстремистских течений. Кстати, накануне сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали одного из 6 сторонников джихадистского религиозного течения, похитивших местного бизнесмена ради получения крупной денежной суммы. Никакие силы извне не должны угрожать национальной безопасности. Президент отметил, что все работы, в том числе подобные учения, еще раз показывают готовность правоохранительных и военных структур обеспечивать безопасность рубежей. Командалык, штабтык жана уюштуруучулук тактикалык. Сегодняшние учения – это результат тщательной оперативной информационно-аналитической, командно-штабной и организационно-тактической работы. Важнейшую роль здесь играет выполнение задач взаимодействия всестороннего обеспечения. Активная фаза учений наглядно подтверждает нашу готовность принятия адекватных мер реагирования на любые угрозы национальной безопасности республики. Особо выделю участие в учениях и первое применение в Кыргызстане беспилотных летательных аппаратов, многоцелевых автомобилей повышенной проходимости и других современных средств вооружения и техники. Для обеспечения национальной и региональной безопасности мной принят ряд решений и отданы соответствующие поручения, которые значительно повысили потенциал силовых и правоохранительных структур и определили их темп развития. В завершении глава государства подчеркнул, что тактические учения, подобные сегодняшним, продолжатся и в дальнейшем. Напомним, ударные беспилотники Байрактар ТБ-2 поступили на вооружение погранслужбы Кыргызстана в прошлом году. Они приобретены за счет средств республиканского бюджета. Эти аппараты будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе для охраны границ. Айзада Урумбаева, Джантай Макенов, Пирамида.